Всем привет! Так, смотрите, что у нас здесь происходит. Плитку ложат. Вон. Плитка же, да? Горы вот ее здесь. Плитки, и вот рабочие работают. Кладут или ложат, как правильно, пишите. Смотрите, какой тут дом шикарный. Вот это тут. На улице Орджоникидзе. Давайте пройдем в закоулок. Тут такой проход. Стены все расписаны, естественно, каракулями. Даже в центре исписали. Так. Тут что у нас? ЦТО техник. Контрольно-кассовая техника, аппараты. Так, вот такой вот весь двор. Орджоникидзе 47 адрес. Ну давайте походим, посмотрим, что тут хорошего есть в этом райончике. Аккуратно все сделано. Эти трубы уже. А то в некоторых домах вообще просто воды голые, без теплоизоляции. А уже в ближайшем времени возможны заморозки в Якутске. Пока, конечно, теплая погода стоит. Теплая. Но сегодня вообще что-то, смотрите, как оно все мрачно. Облака такие тяжелые. Так, это дом Октябрьская, 3/1. Так, а где здесь мы можем походить? Вот здесь вот мы можем походить. Скамеечки вот такие вот. Урны здесь. Вот интересно, идет, и вот так вот она обрывается. Так вот тяжело эти валяются. И дальше уже тропинка идет. Такая вот простая. Здесь бетона немного налито. Как бы. Ну и вот эти вот дома по проспекту Ленина. Это задняя сторона двора. Орехи, сухофрукты. Все как во дворе прямо спустился. И вот те магазинчик в шаговой доступности. Так, проходим дальше. Какие хорошие лужи. Но здесь что-то не делают. Видать, вот этот пустырь какой-то здесь. Пустырь, да? За этим зданием. Тут, наверное, что-то собираются делать, поэтому оно в таком виде тяжелом. Да, погодка-то давит, уже давит. Воробьи сидят. Тоже береза вся здесь. Что-то она засохла, что ли, уже? Точно засохла. Умерла, похоже на то. Так, вот сюда вот, где Ефановское здание, мы вот здесь вот выходим, Академии наук. Зачем-то они перекрыли забором вот этим из профлиста. И выходим как раз напротив вот это вот магазин Туймада, как бы был раньше здесь. Даже такая остановка, по-моему, называлась. А сейчас здесь какое-то другое заведение. Маркет вкусный, супермаркет вкусной еды. Вот здание Академии наук. Вот это вот старинное. И сейчас мы пойдем на площадь Орджоникидзе. Ой, господи, как... Что я говорю-то? Площадь Дружбы. Привык вот по площади Орджоникидзе ходить. Поэтому у меня он на языке. Вот театр.
оперы и балета. Здесь такая площадь большая. Ну и сейчас подойдем к памятнику выдающемуся деятелю республики. Кстати, вот там, смотрите, там что-то делают они. Вот это вот что такое? Что-то происходит такое. Дойдем до туда, посмотрим поближе. Кстати. Так. Памятник. Тут же собачка бегает. Овчара, да? Овчара. Ты чья такая овчара? Потерялась, что ли? Так, давайте вот сюда пройдем. Здесь посмотрим. Большое количество машин. Тут когда-то в этом здании был ЗАГС городской. А сейчас здесь находится управа Октябрьского округа. Собачка все бегает и бегает. Кого-то она потеряла. Ты кого потеряла-то? Кого потеряла? Ой, ой, ой. Ну ладно. Хорошая, хорошая. Кого-то потеряла, вот собака. Так, ну вот этот дом, где был раньше ЗАГС, а сейчас тут какая-то красота. Каскад. А ЗАГС у нас новое здание построено. Так, здесь вот здание прокуратуры. Вот это вот. Это тут территория. Мы поворачиваем на улицу Петровского. Тут, кстати, делают тротуар, как мы видим. Поставили вот эти вот бордюры и гравия насыпали. Наверное, должны забетонировать. А мне интересно, что вот это такое. Тут же когда-то был театр. Я даже помню, сюда ходил. В него какое-то представление. Мы давным-давно в школе ходили классом сюда. Была какая-то детская сказка на Новый год или что-то. Но его сейчас тут конкретно делают. Да, забор, к сожалению, вот этот мешает посмотреть. Да, тут... О! Смотрите, какие кучи лежат. Ну и вот этот здесь получше будет точка. Смотрите, сколько времени он уже в таком состоянии. Они что-то делали. А вот его так вот сделали, и непонятно что с ним, на каком он этапе. Вот этот дом восстанавливают, реставрируют или что с ним делают. Вот здесь вот. Ну да, идем дальше. Бордюры ложат, тут бетоном заливают. Ну, и туда надо перейти, по идее. Потому что невозможно. Кстати, смотрите, здесь с обоих сторон производятся работы. Сейчас, видать, они спешат, чтобы успеть до заморозков. Потому что потом уже будет сложнее все это ложить. Так, давайте-ка с вами вот свернем закоулок, вот в этот вот свернем. Здесь рабочие работают. Так. Ой. Ой, ой, ой. Там какой-то они кабель протаскивают. Какой-то кабель. Так, а я куда пришел-то? Тут я точно не пройду никуда. Тут забор со всех сторон. Так, идут работы полным ходом. А нам как-то надо пройти вон туда, вон. Знаете, вот этой подворотней пройду. Посюда. О, тут что-то все вообще. И бутылки. Ой, трэш. Что-то одного типа пивас тут пили. На этих, видать, сидели здесь. Так, выходим мы вот в эти дворы. Частная пивоварня. Ух ты. Что себе. Затирание, брожение, дробление. Смотрите, вам все тут с 14 до 20. У них даже от как Кулаковского 28 Г. 28 Г.
Какой-то старинный дом. Такое, там что-то варят. Вон там анвар, сварка идет. Видать, они успевают. О, что я нашел, товарищи? Магазин Ремикс. Вот так вот, шаговой доступности. Вот, пожалуйста, здесь спустились вам. И, пожалуйста, Ремикс. С уважением к традициям. Ну, алкомаркет. И вот это ФАП Якутия тоже. Да, и никто даже вот так вот не догадывается. А ведь здесь недалеко студенческий городок. Недалеко. Тут минут 5, наверное, до него, если идти. Вот, проходим на улицу Кулаковского. Сегодня ветра нету, хорошо ходить. Ну, солнца нету тоже. Мрачновато уже, знаете, чувствуется такая свинцовая такая. Темнота наступает, серая такая. Так, улица Кулаковского. Вот мы куда вышли. Так, а где там светофор? Ой, переход. Нам перейти будет. Вон там. Туда надо идти. Так что вот метка, кому надо. Алкомаркет Кулаковского 30. И вот сюда вот в это вот подворотне Хоздорка, там Ремикс. И ФАП Якутия тоже. А вот это вот уже здание, там исторического университета. Старая вот это вот там вдалеке стоит. И здесь уже начинаются вот эти вот, по-моему, медфак вот здесь вот. Тоже. Аптека Мини-цен. Ну, да. Также здесь Скиф. Да, вот это вот здание, это вот историческое, одно из зданий медицинского факультета Госуниверситета нашего. И ну да, конечно, чтобы не страшно студентам было, они вот так вот тут в камерах, получается, сделали продажу алкашки. Они там напьются и потом идут кого-нибудь там препарировать, лягушек, чтобы не так страшно это было. Так, вот мы выходим к мосту. А то, понимаете, первый раз кого-нибудь резать может и рука дрогнуть, а выпьешь и красота. Смотрите, березки какие все желтые у нас, осень. Якутский осень. Надпись: купаться запрещено. Так вот, так, и этот мост. Сейчас мы по нему походим. Такой вот мост. Там, кстати, вот второй мост есть. Вот он там вдалеке. Проход, арочка такая вот. Деревянные перила. Тут покрасили недавно. Ну и вот здесь вот можно встать, понаблюдать. Смотрите, какая здесь красотища. Главное мне телефон не уронить в эту воду. Вот скорая мчится. Скорая же вроде бы. А, нет, пожарка. Вон люди идут и качается этот. Пожарка идет. Где-то пожар свернула. Вот так вот такая красота. А с той стороны здесь стороны. Ну, прямо по центру качка такая, короче, конкретная. Даже немножко подташнивает, я бы сказал. Когда стоишь, и вот тебя подкачивает. Смотрите, какой трос толстый. Ух, болты какие. Вот он качается, видали, да? То есть просто можно раскачать его. Элементарно. Тут, кстати, смотрите, лампочки вот это вот подвешены. Гирлянды. То есть когда-то включают. Ух, как качает конкретно. И запах, слушайте, какой-то вот такой водорослями, какой-то болотный. Ну, чем-то таким водяным пахнет. Вот здесь у нас, смотрите, набережная. В принципе, она здесь отделана. Но опять же, вот это все порастает
Ай, с вот этим камышом. И его не косят, поэтому вот этот камыш немножко портит как бы вид. Сейчас ходим с этого мостика к магазину Дан-Дан. Написано там, где вкусно, кафе Дан-Дан. Вкусно вас здесь накормят, короче. Здесь. Так, здесь улица. Переходим. Тротуара, ой, перехода никакого не вижу. Видать, так надо вручную переходить. Ну, давайте вот здесь вот походим, в этом райончике. Это дом Чкалова 2. Такой современный дом. Хорошая, тут, смотрите, плиточка выложена. Покрашенные вот эти бордюрчики. Даже покрашены, смотрите, вот этой, такими полосками, видать, чтобы машина замечала вот этот маленький заборчик. Вот здесь вот так вот оно выглядит все. А мы сейчас с вами вот сюда вот пройдем. Записываю на телефон без какой-либо редакции, чтобы меньше возни было. Потому что вот это все файлы эти скачать на компьютер, потом их обработать там что-то. Это, знаете, сколько на это смонтировать. Значит, знаете, сколько времени уходит на это все дело. Так, а тут видим землю. Только что недавно относительно копали. Так, и вот бюст. Проходим к бюсту. Сейчас посмотрим, кто это. О, воробей сидит, смотрите. Прямо в этом, в воде. Он что, купается, что ли? Или что-то там нашел? Вот он какой красавчик. Что-то там вкусненькое, наверное, я так думаю. Так, а нам как пройти? По бордюру. Так вот как-то надо идти. О. Так, кто это? Чкалов. Чкалов, герой Советского Союза, летчик-испытатель Валерий Павлович Чкалов. Вот ему здесь бюст стоит. Потому что тут улица Чкалова, вот это, да? Так понимаю. Смотрите, какой дом. Вау. И там тоже, смотрите, тоже дома такие шикарные. А тут совсем рядом, вот, смотрите, мы сейчас туда дойдем, там что-то непонятные развалюхи какие-то. Так, вот здесь вот есть проход, вот проходик вот такой. Мы сейчас на эту улицу пройдем. Я здесь еще не ходил, не бродил. Посмотрим. Так, это кто-то какой-то каркас здесь сварил. О, какая ямища. Осторожно. Главное туда. Ой, интересно, слушайте, почему-то дорога плиткой выложена. Это что-то невозможное. Первый раз такое вижу. А это дом похоже, да? Или что это? Сейчас с этой точки. Смотрите, дорога выложена плиткой. Это дорога, смотрите. Фантастика. Фантастика, чтобы дом Чкалова 25. Там, кстати, вот если туда пройти, там будет у нас Европа, да, по-моему, центр развлечений. О, какие здесь интересные вещи есть. Люди, куда я зашел, это же антиквариат, винтаж. Тут, смотрите, кладочка какая-то тоже вот эта вот каменная, древняя. И на нем что-то построено. Это, видать, гаражи здесь. Смотрите, какой дом. 25/1. Брусовый. Вот это да. Брусовый домин. Окна узкие какие-то ставлены. Да здесь люди еще живут. Вот тут, потому что заезжают. Я туда уже не буду близко подходить. Это может собака там какая.
Здесь вот интересно, это что такое соорудили. Они делали. Нотариус, кстати, вот этот дом. Тут забор. И вот здесь это интересный тоже дом стоит такой. А я туда и не пройду. Смотрите, какой дом. Он вообще музейный. Вообще музейный. Так увеличить. Ну, вы видали, да? Там решетки на окнах. Вот это да. Еще раз я сниму вот эту улицу, которая выложена плиткой. Тротуарной плиткой. Фантастической. Вот этот дом. Видно, да? У него все такое старинное. Все уже такое покосившееся. 27 написано. Ящик вот этот вот деревянный. Видно, да? Тут даже какая-то бумажка сюда приделана. Чапалова, 31. Это улица здесь туда идет. Смотрите, какой столб древний. Сколько там проводов. Это просто ужас. Это просто ужас. Это барак какой-то. Смотрите, что с ним случилось. Уже одно окно как-то оно на бок накренилось. И он уже, смотрите, он уже в землю урос. В землю. Туда вниз провалился куда-то. Все такое древнее. Но зато вот здесь, смотрите, какой дом большой. Так, нам надо осторожно проходить. Смотрите. Заезд там какой-то. Ух ты, что я нашел-то. Видали, да? О, Чапалова, 33. Красиво, да? 35. Антиквариат тоже. Винтаж. Ну еще какие, смотрите, эти. Ой, там собака у них. Овчарка. Так. Вон она, овчарка. Сейчас на меня накинутся. Ой, 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 ой. Она, кстати, тут, видать, тут дом вот этот Чапалова 37 новый. Там детская площадка. Смотрите, сколько здесь домов. И там он тоже построен дом. Так, хорошо, хоть тут тротуар, смотрите, есть. А дороги никакой нет. Смотрите, какие радостные краски. Какие радостные краски дома обделаны. Вообще, да? Вот это вот все недавно построили. Ну, наверное, пока еще строительство, конечно, еще вот эту улицу еще не асфальтировали, не доделали ее. Интересное тут сочетание вот таких вот новых домов, да? Таких вот. И каких-то старых ветхих построек. О, тут приходится вот посюда идти. Хорошо, бордюры нас спасают. Так бы, конечно, бы по лужам ходить я бы не смог. По грязюхе. Такое. Ой, там тоже, смотрите, стройка. Стройка, видно, там стройка сваи. Что-то делают. Тоже. Вот этот дом. И дворик у него. Такой вот аккуратненький дворик. Тут даже, смотрите, этот турникет, да? Вон, делают дом. Делают. Кстати, здесь, смотрите, у нас лавочки прикольные, да? Прикольные лавочки. Вот такие вот сделаны. Даже, смотрите, можно сесть и здесь что-то поставить. Это типа для шахмат, да? Вот я такое первый раз вижу. Видали, да? И рядом урна. Но главное, чтобы люди не испоганили. Хотя вот уже видно, кто-то здесь свои какие-то каракули оставил. Безобразие просто. Но не могут у нас, чтобы не нагадить. Тут тоже какие-то слова нехорошие. Не могут. Придут
с маркером, ну хоть здесь-то еще не попачкали. И начинают гадить везде. Так, вот этот дом. Такой вот, сколько здесь этажей, много, кран работает. И вот здесь сразу же вот такие вот домики стоят. Непонятные. Строители переговариваются между собой, слышно их. Кстати, интересно, он там этот прямо опору так сделали крана на дом, чтобы, видать, не падал он. Кстати, а мы подойдем. Тут есть паспорт объекта, многоквартирный жилой дом по улице Тимирязева в квартале 37. Короче, начало 3-й квартал 2018, окончание работ 4-й квартал 2022 год. Осторожно, работает кран. Дороги еще не сделали. Здесь, конечно, зато хороший вот такой вот забор. Здесь вот этот дом, его отгородили. Ох, какая машина большая. Так, и вот как раз вот здесь вот мы вышли, и видно вот это вот здание. Господи, что он мне что-то сказал, телефон, извините. Видно, да, историческое здание университета. Все у меня там нормально пишется, надеюсь. Так, здесь какие-то улицы. Я уж туда не буду ходить. Давайте вот сюда вот пройдем. Тут свой райончик, как бы выложил, кто-то положил заведомо, чтобы можно было пройти. Меня вот удивляет сегодня, кто же это все делает, а? Караоке рум, chicken and beer. Что-то у меня телефон ругается. О, дрова. Кто-то дровишки замутил. Ну, какими тропами мы с вами прохаживаемся. Гаражи. Да, ну тут, конечно, можно было что-то вот прибраться, но какие-то бревна, палки. Может, их специально накидали, да? Чтобы можно было проехать. Я вот вижу здесь. О, какой переулочек. Так. Улица Чапалова. Тоже дом какой древний. Залог. Да, это правильно я говорю? Залог, да, у нас? Район Залога. А здесь сауна. Вон там сауна написано. Да, ну и мы здесь выходим как раз вот напротив вот это здание университета Якутского, госуниверситета, ЕГУ раньше назывался он. А сейчас это СВФУ, Северо-Восточный федеральный университет. А вот здесь вот, там у них есть небольшой скверик вот здесь. Я ходил тоже там, снимал как-то. Вот смотрите, тут что-то делают, какую-то площадку интересную. Здесь вот такая улица. Мы не видим. Вот эти дома, интересно, кстати, они обделываются или красятся. Обделаны каким-то тесом. Так, брусовый дом. Вроде бы красивый, а на самом деле. Зато можно любоваться вот этими деревьями, камышом, коего видимо-невидимо. Кстати, прикольные фотографии получаются, когда камыш снимаешь против солнца. Ну а здесь вот мы подходим к этому новое здание университета. Тут какие-то кафедры находятся. Вот там это сейчас будет лучше видно. Ух, тут какая-то база целая. Баки какие, что-то трубы лежат у людей. Вот оно, здание новое. Вот так вот оно тут все выглядит. Вот смотрите, тут даже есть
такой вот, это, видать, зимний заезд. Купаться запрещено. Видали, да? Так что не вздумайте. Посмотрим на водичку. И здесь вот можно посмотреть на здание новое университета. Такое вот оно шикарно, так шикарно выглядит. И водичка. Там какие-то жучки плавают. Можно вот так вот подумать, что ты где-то находишься. Но шум машин на природе, да, конечно. И смотрите, как здесь сделан берег. В сетку вот эти камни уложены. Здесь даже вот так вот. Уровень воды, кстати, большой. Смотрите, какой. Слушайте, а что-то мне туда вообще неохота идти дальше. Я не знаю, давайте, может быть, вот сюда куда-нибудь пойдем. Здесь какие-то дома строят. А вот здесь есть вот такая улица. Я не знаю, я здесь вообще пройду, нет? У меня такое ощущение, что я могу вон там вот где-то сесть. Хотя там вроде бы справа песочек. Ух, что у него там наверху-то какие-то контейнер штуковины насобирал. Ну да, у нас люди такие. Если что, в хозяйстве все пригодится. Зато здесь вот особнячок шикарный. Особнячок. Пройду я, не пройду. Кстати, смотрите. Ух ты, тут собаки злые сидят, я слушаю, не рычат. Иван Строда, 59. Ой, жуть. О, Господи, куда меня занесло нелегкое. Куча песка. Я надеюсь, эта собака за мной не помчится. Так, а как я здесь пройду, люди? Там я боюсь приближаться. Придется как-то пролазить, несмотря на грязь. Вот таким вот образом. Идем. Ну, нормально, еще более-менее как-то прошли. Это, конечно, район Залог. Вот такой вот. Кучу с песком видно. Но дорога вот такая. Вот, видать, подсыпают, когда совсем ее раздолбает. Бочки. Здесь лежат мусор. Иван Строда, 55 дом. Места какие. Заправка автокондиционеров. Бизнес. Какие-то домики здесь двухэтажные. Так, я надеюсь, у меня все там записывает. Я уже 36 минут здесь снимаю. Так, опять грязь. Давайте идем. Надо идти. Раз уж мы зашли с вами, надо идти. Не оставаться же здесь, в этом мрачном месте. Да. Здесь затаился вот такой домик с надписью «Ритуальные услуги. Гранит». Вот так вот. Ух, собаки какие там злые, большие, я чувствую. Лают. Дома такие какие-то старинные, покосившиеся уже. Так, как мне здесь пройти-то? Ой, показалось, кто-то на меня помчался. Бежал. Армада Саха. И тут видим кладбище старых машин каких-то древних. Ой, как пройти? Слушайте, я не пройду, мне надо на это заскакивать, что ли. Блин, люди добрые. Ой, блин.
Ох, проехала. А смотрите, сколько тут водища-то. Что делать, а? Как тут мне пройти? Короче, удачно я перепрыгнул эту помойку. В лужу, вернее. Господи. Знал бы, не пошел бы. Фу, так что ставьте лайки. Ставьте лайки. Так. Так, ладно, буду здесь кончать, короче. Вот здесь, вот на этом месте. Так, часть вторая пошла. В Сарах такой мрачный район. Какие-то тут кто это? Техника такая. На танк похожа. Пугает она меня. Это вот там какие красивые домики стоят, да? Строят здесь. А здесь такие двухэтажечки. Аккуратные тоже. Можно вот туда, в принципе, пойти. Но я оттуда пришел. Тут какой-то дом. Смотрите. Его там диван лежит. Еще что-то здесь. Разруха. О, вообще, да, видите, дали сколько здесь проводов телефонных. Здесь такое древнее. Улица Строда. Здесь же можно купить стройматериалы. Строда 37/1. И вот такой вот аккуратненький здесь домик. Видно. Смотрите, он как радостно выглядит. 46 Строда. Окна там такие большие на веранде. А здесь что у нас? Такой вот дом старинный, мазанка типа. И от Нивы кузов стоит. Собаки лают со всех сторон. Вот здесь смотрите, какой домик. О, тут уже, по-моему, никто не живет. Мне так кажется, точно никто не живет. Заброшка. Стекол нету. Ну вот, а сколько здесь люди времени жили, да? Судьбы человеческие. Рождались, умирали. Смотрите, забор какой уже покосившийся. Строда 42. Все уже на бекрень. Так, проходим дальше. 40-й дом. Какой интересный он. Но этот еще более-менее новый. И опять я куда-то пришел. Здесь какой-то переулок или что это такое? Точно. О, я туда не пойду. Тут забор вообще. Ворота. 36/1. Барак такой вот здесь вот. И живут здесь люди. Так. Куча тут таких вот больших машин. Грузовых, да? Ну и все. Идем. Вот этот квартал уже современный наступает. Тут были такие же домики, развалившиеся. И сейчас вот построили вот такие вот современное супер жилье. Смотрите, сколько здесь проводов. Это просто ужас какой-то. И тут дом такой. Видали, да? Он вообще уже туда-сюда покосился. Ну, здесь еще люди живут в нем, как ни странно. Как ни странно. Широкий угол поставил, так хорошо видно его. А люди здесь живут. Хотя он уже, смотрите, в землю врос. В землю врос. Интересно, да, вот этот дом вот так вот он весь, короче, не как, а тот вот домик, вот он хороший. Смотрите, какой ровный дом. Вот видно, да, он высокий такой и, короче говоря, его удачно, видать, построили по всем законам, как надо строить. Потому что у нас же вечная мерзлота, сами понимаете.
Надо правильно все делать. Фундамент. Асфальт. Ой, тротуарчик аккуратный. Дороги еще нету, но тротуар зато есть. Кафе «Ладья». Вот здесь. Смотрите, какая домина здоровая. Шикарная. Так, идем по грязюхе. Алкогольный маркет вижу. Алмаз и продукты. Проходим такими вот трубками. Ну вот хорошо тем, кто на машине. А конечно пешком здесь ходить. Так вот надо вот посюдово. Посюдово надо вот так вот ходить. Брод, мель искать. Так, давайте вот сюда вот. Что ли? Так, это мы здесь куда вышли вообще? Куда мы здесь зашли? Что здесь за дома? Через эту арку. Так, вот какой-то дом, я даже не знаю, что здесь. Какие-то вывески. И напротив выходим. Это, по-моему, проспект Ленина. Проспект Ленина. Мебель на заказ. Местные продукты. Ух. А здесь, смотрите, какой-то столб стоит непонятный. Для чего он? Смотрите, какой. Тут как вот пешеходам ходить. Вот это тротуар, что ли, такой. Такой узенький, полметра буквально. А здесь я вижу, это школа получается, да, или какое-то учебное заведение. Видим там дети, подростки. А что-то мне дается знать, что вот этот дом уже давно он не доделывается. Какая-то тоже долгострой какой-то. Так, ладно. И сейчас я вот дойду до остановочки, да и все, наверное, уже. Ох. Прямо все поупиралось здесь. Смотрите, это не убрали, заасфальтировали, и все вот это выдавило. Кошмар. Просто какой-то кошмар. Смотрите. Ё-моё. Ужас. Центральная улица города. Проспект Ленина. Выгодные предложения какие-то здесь нам предлагают. Торговый центр Т-Тим. 24 часа. А, это Сбербанковский банкомат. Смотрите, напротив. О, в махину какую. Там целый квартал таких домов, кстати. Дальше цветочки. Здесь, кстати, не распустились. Это подсолнух, что ли. Видать, поздно их посадили совсем. Такая вот здесь клумба. И филиал Сбербанка вот здесь вот, кстати, находится. Вот тут строят тоже еще дома. Вот такие Туймада недвижимость. Так, салон цветов. А, он же уже не Европа. Он уже называется Театр эстрады. Вот это здание, Театр эстрады. Вот, смотрите, сейчас я увеличу вам, чтобы видно было. Театр эстрады. Раньше здесь был вот этот злосчастная Европа, но его убрали. Потому что там какие-то нехорошие вещи творились. Ну, сделали театр. Ох, смотрите, машина какая. Это нечто. Это что такое, а? Вообще, конечно, интересная композиция. А вот это вот кинотеатр Лена. Его, кстати, обделали или покрасили как-то интересно. Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации здание. Напротив Лена кинотеатр. Вот он. Так, тут светофор. Сейчас мы перейдем на эту сторону с вами. Тут есть кнопочка. Надо, не надо нажимать. По-моему, надо. Она уже светится. А он говорит, кстати. Умная остановка здесь, кстати, видно, сколько до какого автобуса. Вот видите, табло.
Давно я здесь не было. Натуральные продукты. Магазин. Вот этот кинотеатр Лена. Один из первых вот таких хороших широкоэкранных кинотеатров у нас в городе. С хорошими местами. Ага. Много я тут фильмов пересмотрел, конечно, в свое время. Туда я не буду заходить. Там, по-моему, особо ничего не поменялись. Также кассы. Вот там вот. Будочки вот эти вот. Девушка там сидит, что-то, какие-то фильмы здесь. Ну и вход вот здесь. Вход. Так. Интересно, вот здесь вот с этой стороны, вот эта пристройка, здесь кинозал тоже еще. Тут раньше видеопроектор стоял и показывали фильмы тоже за деньги какие-то. Ну вот, которые были на кассетах. Так, а как здесь пройти нам? Выход. Сюда, видать, да? Вот это вот. Что-то оно какое-то вообще. Тут, по-моему, какая-то киносъемочная. О, куда я пришел. Интересно довольно, да? Смотрите. Это что, дельтаплан или что такое? Надписи на якутском языке. Малый зал. Первый раз вижу. Что бы это значило? И здесь по-русски. Надо мною солнце не садится. Республика кинозал. Кинокомпания Саха-фильм. Вот здесь, кстати, находится. Кинокомпания. Фонтанчик прикольный. Там что-то даже нарисовано. Какие-то зверюшки. Кинокомпания Саха-фильм. Здесь вот кинозал Республика. Вот рядом с кинотеатром Лена. Он пристрой сделан. Так, проходим дальше. Такими тропками незатейливыми. Здесь какой-то магазин Лена. Лена продукты. Свежая продукция якутского хлебокомбината. А якутский хлебокомбинат 1940 года, кстати. Так, дальше. Мы видим, здесь тоже работы идут какие-то. Смотрите, что-то делают. У них стоит вот эта гуделка, тарахтелка это. РЛ Центр. РЛ Центр. А что в этом центре? Я первый раз с вами здесь нахожусь. Тут, во-первых, очень машин много. И что здесь? Институт развития профессионального образования. И какие-то фирмы еще. Фитнес есть. Стацик-клуб. Центр опережающей профессиональной подготовки. О как. И рядом с ним шашлычная. Вон тут находится. Шашлычки, пожалуйста. О, прямо на улице чувствуется запах шашлыков. Шашлычная. Далее, да? Дровишки там у них. Ух ты, тут прикольно, смотрите, спортивная площадка. Вот такая вот есть прямо здесь. Класс сделали, да? Какие-то. Это для занятия. Тут ложишься и вот сюда руками цепляешься и подтягиваешься. Вон там ребята занимаются на тренажерах. Есть вот такая дорога здесь. Она, видать, ведет это, когда зимой он замерзает, чтобы можно было спуститься к какой-то технике, потому что здесь делают каток. Вот на этой территории делают каток. Интересно, тут что, можно вот так вот вдоль пройти? Это интересная там конструкция посреди этого водоема. Какой-то домик
едет, смотрите. Это же он это самое, бетон месит, да, или гудрон у него там, что-то такое. Вот техника работает. Ну а мы с вами вот немножко вот посюда пройдемся. Такое здесь есть, ну как это сказать, это не тротуар, но вот такая вот дорожка. Дорожка такая есть, вот, и по ней можно пройти. А здесь напротив такой домина. Вот широкий угол сделаю, его построен. Красиво? Смотрите. К сожалению, сейчас у нас пасмурно, но все равно она передается как-то. Там большая пробка такая, видите, да? Куча машин. Улица Кулаковского. Интересно, куда я вот так вот приду, если буду идти? Она, наверное, вдоль всего водоема идет. Вот это вот. Ну, воды много, видали, да? Воды сколько. Дожди, потому что были. Дожди, и вот уже практически до верха заполнилось все. О, а там водокачка. Кто-то набирает водичку себе. Знаете, здесь почему водокачка? Потому что жилые дома вот эти вот, они, видать, без этого, без... Вот эти дома, они еще старые, без центрального канализации или воды. Кстати, смотрите, какой дом. Крупской улицы. Вообще древний, да? Это вообще музей. У него, во-первых, смотрите, какие потолки здесь. Высоченные. И там резьба. Ух ты. Вообще. Шикардозно. Шикардозно. Ну, вы видали, да? Кстати, на нем видно вывеска «Памятник архитектуры». Вот сейчас приближу. Видно, да? Сейчас уже темно. Вот я сейчас проведусь по этим. Так вот. Видали, да, как? Какая резьба. Шикарная. Смотрите. Супер, да? Такие вот эти закрывают, как бы, вот окна открыты, закрыты. Интересно. У него даже забор вот такой вот сохранился, аутентичный. Ярославского 45 дом. Он газифицирован, газ заходит. Газ. Смотрите, все аутентичное того времени. Класс, да? Тут еще люди живут, вон там видно у них это самые теплички есть, да? О, как шикардозно. Поснимать, пока стоит. Наверное, его не снесут, я так думаю. Такой-то антиквариат, тем более памятник архитектуры. И он, смотрите, довольно устойчиво стоит. Фундамент, видать, хороший у него. Кстати, вот эта улица, смотрите, она вся в таких домах. Слушайте, я сколько здесь живу, да? А первый раз здесь. Я здесь не был никогда. 36-й дом. Тоже музейный какой-то. Ну, а здесь вот эти новые, покрашенные. Вот этот тоже дом. Тоже музейный экземпляр. Вон труба. Видно, да? Слушайте, тут надо отдельно походить, поснимать, что ли, днем. А то сейчас темно уже, плохо видно. Или вот этот дом. 36 дробь 1 тоже.
Впечатляет, впечатляет. Резные наличники, ставни на окнах. Куда она у меня скакнула? Вот так вот. Красота, слушайте. И здесь магазин Залог. Так и называется, как район Залог. Тоже какой-то древний. Смотрите, камыш как вымахал. Ух, какой высоты. 3 метра, наверное, да? Точно. Чапалова 10. Фирменный магазин ФАПК Якутия, магазин Залог. Райончик интересный. Но здесь вот, видать, какой-то дом был, и его снесли уже. Улочки. Дорога отсыпанная. Хорошая. Вот еще один дом. 7. Тоже какой. Смотрите, он интересный. Да, тут есть что поснимать. Такое музейное какое-то. О, это тоже памятник архитектуры, что ли? А там, смотрите, прикольно сделали, да? Какое все здесь древнее. Интересно, здесь люди-то уже, наверное, не живут, что ли? Окна какие мрачные, тяжелые. Заборы покосившиеся. Такие вот. Там еще поленница с дровами. Кстати, людей печное отопление. Смотрите, как интересно смотреть, да? Такой домино новый, да? Здесь вот такие дома. Так, дальше по этой улице идем. Домик уже на бекрень. Один у него почему-то, одни наличники покрашены, другие не покрашены. Улица Чапалова. Крыша уже вот так вот она разрушилась. Кстати, пол крыши профлистом, а эта часть просто такая. Чапалова 5/2 дом. Да, и если вот тут улица еще одна, двухэтажечка, туда близко не буду подходить, вот такая аккуратненькая стоит. Эти дома, смотрите, их целое, здесь несколько домов. Вот эти, забор это новое. Какой древний здесь район. Он, по-моему, еще дореволюционный, мне так кажется. Вот эти все дома. Там тоже такие же строения. Ну а дорога здесь просто замечательная. Смотрите, какая здесь дорога. Супер-пупер. Смотрите, там уже дом этот развалился. Уже его почему-то не убирают. А здесь еще вот такие вот дома стоят. Старинные. Вот тут дом тоже. Смотрите. Он же покосился, конечно, да, вот у него. Сейчас подальше сделаю. Вот так вот видно, да? Покосился, то есть у него туда вот, куда-то назад оно упало все, дом. Ну, люди еще живут. Как они там, интересно, живут? А здесь это что такое? Что это такое здесь?
без крыши. Почему его не убирают? Чья-то собственность, что ли? Ух ты, здесь даже табличка мемориальная есть, смотрите. Сейчас, я сейчас, к сожалению, не вижу, да, там потом на стоп-кадре, может быть, прочитать. Смотрите. Такой вот домик. И еще один шедевр архитектуры. Деревянное зодчество. Да, но эти все, конечно, дома уже, наверное, их не будут. Их под снос. Но пока можно полюбоваться вот ими, как раньше в Якутске строили. Красиво. А здесь, кстати, вот это вот все, мы выходим, и здесь уже, по сути дела, набережная. Ну, когда-то вот здесь уже река текла, протекала река Лена, но вот в 67 году дамбу, когда построили, она уже перестала здесь протекать. Здесь у нас зеленый луг. Так, и вот здесь вот это старинный дом какой-то, он сгорел полностью. Мрачно, да? Его обнесли вот таким забором. Это, кстати, улица Чернышевского, вот это вот. А вот если туда, там Покровский тракт у нас. В ту сторону ехать. Речевая школа, Табага, Хатассы. Так, ну и мы вот так вот проходим. Здесь магазин запчасти когда-то был, но вот это здание, оно сгорело. И рядом тоже дом, я вижу, тоже погорел. Видать, от одного пламени их схватило. Я даже не знаю. Вот какое все мрачное, тяжелое. Тут какой-то маленький переулочек. Дорожка есть вот такая вот. Все вот так вот оно разрушилось здесь. Чернышевского 26 дом сгорел. Смотрите. 26/2 Чернышевского. Ну, скоро его разберут, видать, что он в таком виде стоит, непонятно. Улица Чернышевского. Очень такая пыльная, потому что много-много машин ездит. И шумная еще вдобавок. А мы с вами свернем с этой улицы вот сюда вот. Вот сюда. Ух, гоняют как, а? Слушайте, как раз вот этот водоем. И напротив там Универсам 2. Сейчас там находится удачная покупка. Сеть магазинов. Вот я по этой же шел. Кстати, смотрите, можно обратно на нее. А можно по той стороне идти. Давайте по той стороне пойдем. Интересно. Если у меня, конечно, памяти хватит. Так. Давайте вот так сейчас обойдем. С этой стороны. Ну, что здесь столько мусора-то? Почему не убирают дворники? Какая-то площадка интересная. Для чего она предназначена? И вот можно с этой стороны вот этого озера, получается, мы стоим на конце его. Вот так вот пройтись по вот такому, вот такой дорожке. Здесь спуск сюда вот к воде есть.
В воде какая-то водоросль на дне. И вот с той стороны вот эти еще дома старинные, престаринные. Ну а Камыш, как всегда, красив. Смотрите, какая красота. Идем, и вот у нас препятствие. Дерево тут разрослось. Вот такое вот это дерево. Здесь, кстати, заодно проверим, как этот телефон в сумерках снимает. Интересно будет посмотреть потом, как у него стабилизация работает. Это я сейчас снимаю с руки, без всяких стадикамов. Просто иду и держу. Ух, чайка, кстати, смотрите. Вот она, чайка. Вылетела только впереди меня. Иду, значит, так, иду. И смотрите, какой уровень воды, что я вот здесь просто не пройду никуда. Здесь уже вода. Так, и там дальше тоже, по-моему, вода. А здесь вот интересный такой какой-то заезд сделан. Так, ну отсюда я панорамочку сделаю небольшую. Да. Короче, мне пришлось вернуться вот на это место, чтобы выйти на дорогу, потому что там уже бесполезно не пройдешь. Хорошо, здесь есть такой подъемчик, лестница. И вот это как раз мы выходим, вот это поликлиника Ифан, вот здесь вот находится, вот это здание больницы Ифан. Что-то сегодня скорая или пожарки зачистили, ездят одна за одной. Интересно, сейчас иду, и вот новый памятник здесь. Туда я не буду переходить дорогу, сейчас я просто приближу. Вот памятник новый. Вот здесь вот он. И какая-то площадка с качелями. Ну, давайте походим, погуляем по осеннему Якутску. Сегодня уже у нас 20, какое, 3 или 24, я уже не помню. Пятница, короче, сегодня. Завтра будут выходные дни. Смотрите, а тут как деревья. Какие цвета. Хорошая, кстати, вот это тротуар этот, улочка, да, как бы для променада. Но то, что здесь вот эта дорога шумная, просто не очень хорошо. Смотрите, а здесь дом какой-то старинный, да, вот его вот так вот закрыли вот этой сетчатой такой тканью с нарисованной, да. Ну, как будто бы дом закрыли, его еще восстанавливают. А там
О, почему он в таком виде? Там школа была или какое-то училище, я уже не помню. Вот, кстати, вот по этой улице мы с вами ходили. Здесь вот водокачка. Воду набирают жильцы ближайших домов. Вот она. Кстати, здесь еще один спуск. И мы сможем с вами спуститься по этой лесенке вот туда вот. Там-то, наверное, нормально или как? Вообще тоже воды много. Воды много. О, я оттуда шел. А можно идти, да? Можно. Подальше, главное, от машин. Да. Что же это за такое сооружение? Там фонтан может быть. И вот это вот спортивная площадка. Вот это вот там занимаются. Стань лучше. Написано, надпись снизу. Вот она какая. Ох, а там люди занимаются против. Всякие подтягивания, перевороты. Ох, а тут надо осторожно ходить. Смотрите, арматурина торчит прямо. Видали, да? Можно напороться на нее. Кстати, здесь же весной после зимы каток делают. Это не очень хорошо есть. Так, а я там выберусь, надеюсь, да? Надеюсь, я выберусь. Смотрите, вот этот дом высокий, на крыше что-то там интересно у него, какое-то сооружение, да? Со шпилем. Может, это молниеотвод такой. Ну, вот такой променадик мы с вами совершили по вечернему осеннему Якутску. Время уже сейчас 7 часов, 7 час. Ну, еще вот это как бы облака, то что облака, да, они, конечно, давят, поддавливают. Такие свинцовые осенние облака. Ну, хорошо, хоть дождя нету и тепло. Раньше, я помню, мы постоянно на картошку вот осенью ездили собирать картошку. Кто помнит, как собирал картошку, ставьте лайки. Ну вот и все. На этом видео заканчивается у нас. Всем пока. До новых встреч. По скрипту смотрите, как кинотеатр Лена стал выглядеть. Подсветочку включили, и люди вот идут на вечерние сеансы.